Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вас приветствует Кулешов Роман Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта Башкирского государственного педагогического университета. Сертифицированный эксперт-мастер WorldSkills по компетенции физическая культура, спорт и фитнес. Сейчас я вам расскажу о движении WorldSkills, об истории его развития, о том, как развивается WorldSkills в нашем университете и конкретно о компетенции физическая культура, спорт и фитнес. Союз «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» – официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. Наш девиз – «Делай мир лучше силой своего мастерства». Раз в 2 года одна из 80 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019 он проходил в России. WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по 5 направлениям. Первое – это конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на национальном финале «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка юниоры WorldSkills 16 и младше лет. Следующее – это корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills High Tech. Следующее – это чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – Digital Skills. Участники – это студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая лабораторию Касперского, Киберроссию, Ростелеком и фирму 1С. Возрастное ограничение здесь до 28 лет. Следующее – это AgroSkills. Отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства. Возраст 18-28 лет. Соорганизатором является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Проводится по 3 компетенциям. Это агрономия, ветеринария, эксплуатация сельскохозяйственных машин. И последнее – это межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills. Конкурс профессионального мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном финале. Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему среднеспециального и высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По сути, прошли через единственную в России независимую оценку практических навыков. По итогам испытания студенты получили скиллс-паспорта, а работодатели – четко структурированную информацию о профессиональном уровне молодых специалистов. Движение WorldSkills International зародилось в послевоенные годы в Испании в 1947 году, когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по 6 блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединилось 80 стран. Россия это сделала в 2012 году. За 6 лет были проведены порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,5 миллиона человек.
БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы активно участвует в развитии движения WorldSkills. В 2021 году министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Вакилович Хажин вручил WorldSkills центру БГПУ диплом лауреата топ-5 лучших центров обучения WorldSkills. В мастерских WorldSkills центра было реализовано 14 программ дополнительного образования, в которых прошли обучение около 200 человек. Многие из слушателей смогли решить свои проблемы с трудоустройством. БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы имеет 8 мастерских по разным направлениям. Это мастерская «Дошкольное воспитание», мастерская «Предпринимательство», мастерская «Преподавание в младших классах», мастерская «Преподавание музыки в школе», мастерская «Туризм» и мастерская «Физическая культура, спорт и фитнес». Также в БКПУ имени Мифтахиддина Акмуллы ежегодно проходят чемпионаты по всем вышеперечисленным компетенциям. И наши студенты представляют республику на национальных чемпионатах. Сейчас вашему вниманию предлагается видеоролик с последнего финала национального чемпионата WorldSkills, в котором участвовал студент нашего университета по компетенции физическая культура, спорт и фитнес. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Конкурсант Виктор Заболоцкий ведет фитнес-занятия. По сценарию Мария обратилась к тренеру, чтобы сбросить вес. Виктор определил уровень физической подготовки и разработал программу упражнений, которые помогут Марии достичь желанного результата. Весь процесс нужно снять на видео и смонтировать ролик. На выполнение конкурсного задания отведено 8 часов, а на подготовку к чемпионату ушло значительно больше времени. Мы готовились примерно где-то с отборочного момента, с вузовского, и это где-то составляло 2 месяца, довольно продолжительный период. У будущего учителя физкультуры и тренера Виктора по-настоящему спортивный характер. Каждое задание каждого модуля он отрабатывал с преподавателем. Теперь у него одна задача. Достичь цели высокой, победить все-таки, как-никак национальный этап, и хочется стать чемпионом в этой сфере. На мой взгляд, настоящий чемпион должен, конечно, иметь достаточно хорошую теоретическую базу знаний и, естественно, достаточный практический опыт в выполнении каких-либо упражнений, потому что упражнения достаточно сложные, специфические, и правильность выполнения этих упражнений тоже оценивается. Конечно, каждому участнику хочется получить наивысший балл от эксперта, но намного важнее, что на конкурсе каждый из ребят приобретет неоценимый опыт, который обязательно пригодится им в будущей профессии. Впервые компетенция «Педагог по физической культуре» была презентована в городе Тольятти в 2016 году в рамках проведения первого открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia 2016 по компетенции «Педагог по физической культуре» с участием 14 регионов Российской Федерации. В апреле 2016 года компетенция была допущена на ПФО в качестве презентационной. В июле 2016 года в городе Тольятти была проведена проектная сессия экспертов по компетенции «Физическая культура и спорт» с участием более 20 регионов Российской Федерации. На сегодняшний день компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» охватывает 50 регионов Российской Федерации и входит в состав основных компетенций. Имеет более 15 сертифицированных экспертов, более 140 человек, имеющих свидетельство на право проведения демонстрационного экзамена, и более 30 человек со свидетельством на право проведения регионального чемпионата. В заключение скажу, что участие в движении WorldSkills – это не только способ для вашей самореализации, но также способ для профессионального и личностного роста. Благодарю за внимание.